10-й фестиваль культуры и спорта «Ингушские игры-2019» по традиции открывается под гимны России и Ингушетии. 9 команд из разных городов и районов республики уже прошли отборочные соревнования на муниципальном уровне. Сегодня они борются за право представлять Ингушетию на предстоящих Кавказских играх, которые состоятся осенью в Грозном. Основателями этих игр, ингушских игр, потом впоследствии уже фестиваль культуры и спорта народа Кавказа является наш земляк. То есть мы, Республика Ингушетия, инициаторами этих игр, мы его с гордостью проводим. Каждый год мы участвуем во всех фестивалях, становимся призерами, становились чемпионами этих игр. И подготовка сегодняшних спортсменов, конечно, дает результат и на главном фестивале. Лицей в Назрани буквально в считанные секунды превращается в арену поединков ингушских богатырей. Спортсмены соревнуются в 12 видах спорта: стрельбе из лука, ходьбе на ходулях, прыжках в длину, поднятии тяжести, лазании по канату и мини-футболу. Мы представляем команду Малгобекского района и города Малгобек. То есть я являюсь представителем двух команд. Мы выставили на всех видах своих спортсменов, то есть 12 видов. В основном у нас акцент делается на аренспорт, перетягивание каната, футбол и на ходуле и поднятие тяжести. Остальных видов мы тоже планируем занять 2-е и 3-е места призовые. Ингушские игры – это не только состязания в силовых видах спорта. Лучница из команды Малгобека Замира Албакова – одна из немногих девушек, участвующая в ингушских играх. Месяц назад в городе Воинская Слава открылась секция стрельбы из лука. С тех пор любимое занятие Замиры – запускать стрелы точно в мишень. Понравилось, на самом деле, с самого начала, потому что как будто бы вот сразу свое что-то. В стрельбе, именно в этом виде спорта, больше всего мне нравится это ощущение, когда ты попадаешь в мишень. Я первый раз участвую в этих играх, волнуюсь сам страшно, так как являюсь тренером по стрельбе из лука, мне нужно показывать здесь, хоть занять какое-то место. Формат соревнований очень простой. Это девушки начинают с 20 метров стрельбу из лука, мужчины начинают с 30 метров. Вам дается 3 выстрела, 1 результативный, вы проходите на следующий круг. И так, пока останется 3 участника, которые уйдут на самое далекое расстояние от мишени. И там уже разыгрывается по 1 метру попадания. Нужно попасть в вот эту квадратную мишень за нашей спиной, которую вы видите. В принципе, это несложно, но волнение и такой так называемый спортивный мандраж дает о себе знать. Чуть дальше борьба на руках, поднятие тяжести, прыжки в длину и один из самых популярных видов спорта – армрестлинг, где почти все участники показывают впечатляющие результаты. Ребята каждый год все больше и больше проходят этот вид спорта. И растут, каждым годом растут ребята. Ребята, которые выступали на чемпионат мира, чемпионат России, чемпионат Европы, призеры есть. И даже вот с такими титулованными ребятами, да, уже конкуренция есть. Это большая радость для меня. Ингушские игры проводятся ежегодно с целью пропаганды национальных видов спорта, приобщения молодежи к здоровому образу жизни и многовековой традиционной культуре. Инициатором самого первого фестиваля стал чемпион СССР и Европы по тяжелой атлетике, олимпийский чемпион 1988 года Исраил Арсамаков. В самом названии фестиваль. Я его подразумевал как это понятие праздника, вот все. А дальше вот, допустим, ингушские игры, кавказские игры, это говорится не о том, что мы проводим именно чемпионаты, а проводим это комплекс мероприятий, который отражает, в общем-то, этнокультуру народа. Он поднимает какие-то, дает возможность демонстрировать вот эти народные ценности, традиции. Фестиваль «Ингушские игры» продлится только 1 день. Итоги подведут сразу же. А победителей впереди ждет уже ежегодный межрегиональный фестиваль культуры и спорта народов Кавказа «Кавказские игры». Амина Бокова, Тамерлан Хамхоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.